Измерьте свое артериальное давление, контролируйте его, живите дольше. Об этом все чаще предупреждают медики. На плановый осмотр сегодня пришел Хабибулла Гелисханов. Проблемы с сердечно-сосудистой системой начались у него совсем недавно. В списке симптомов – головокружение, шум в ушах, одышка. Врач-кардиолог измерил давление, цифры на порядок выше нормы. Давление ваше 140 на 90, целевое у вас, вы говорите, какое значение? 120 на 80. Угу. Я вам рекомендую вас дообследовать. Вы должны сдать общий анализ крови. Артериальная гипертония, или как ее еще называют, тихий убийца, это распространенная в мире эпидемия, у которой нет явных симптомов, кроме высокого давления. Чаще всего появляется у людей, злоупотребляющих соленой, жирной пищей, алкоголем при стрессовых ситуациях, курении и низкой физической активности. Заболевание может быть диагностировано в любом возрасте. Первым шагом на пути борьбы с ним – это выявление. По показаниям проводятся еще дополнительные методы обследования. Это УЗИ сердца, УЗИ почек, УЗИ надпочечников. Вообще важную роль играет сдача в биохимическом анализе крови. Есть такой показатель липидограмма. В липидограмме входит общий холестерин, литопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин, и литопротеиды высокой плотности и триглицериды. Диагностика артериальной гипертонии проводится в целях предотвращения развития осложнений заболевания. Для этого необходимо понизить давление до уровня 120 на 80. Проверять этот показатель следует регулярно вне зависимости от самочувствия. Желательно 2 раза в день, утром и вечером, не менее чем через 30 минут после физического напряжения. Чтобы помочь снизить артериальное давление, сразу же не надо прибегать к медикаментозной терапии. Мы можем сначала рекомендовать снижение потребления соли, снижение потребления продуктов, содержащих животных жиров, увеличение потребления продуктов, потребления овощей, фруктов, морепродуктов, активный образ жизни, отказ от вредных привычек. Чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь, и это влечет за собой череду различных сердечно-сосудистых болезней, так называемое поражение органов мишени. Заболевания почек, например, хронический гломерулонефрит, хронический пилонефрит, дисбаланс гормонов, например, повышение уровня гормонов надпочечников, заболевания сосудов тоже важную роль играет, например, атеросклероз сосудов, коронарных артерий, брахицефальных артерий. День борьбы с гипертонией проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения ежегодно с 2005 года. Цель – повышение информированности населения о серьезных осложнениях. Только повышенная забота о себе позволит своевременно выявлять различные заболевания и успешно устранять факторы их дальнейшего развития. Взрослые люди должны внимательно следить за уровнем давления, ведь именно он определяет во многом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.